Akşam şerifleriniz hayırlı olsun saygılı телесерверлер. Эфирде «Уч Фильджан Хаве». Доброго вам вечера, дорогие телезрители. В эфире цикловая программа «Три чашечки кофе». И я вам представляю нашего уважаемого, дорогого гостя, приехавшего из города Евпатория, которому уже 2500 лет. Это доктор медицинских наук, профессор, зав. Кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии, главный редактор журнала «Вестник физиотерапии и курортологии» Николай Николаевич Каладзе. Я правильно произнес ваше? Да, все правильно. Все правильно. Столько регалий. Да. Николай Николаевич, не так давно вы побывали на конгрессе, да? Где проходил этот конгресс педиатров? Где Нет, это был конгресс физиотерапевтов-курортологов, он был посвящен медицинской реабилитации в Москве. Угу. Замечательный, очень интересный конгресс. Вот, в основном проблемы касались заболеваний опорно-двигательного аппарата. То есть, в принципе, это та патология, те заболевания, с которыми нам приходится сталкиваться и на Евпаторийском курорте. Он вообще-то, как артериологический курорт, позиционировался с самого своего начала, начиная с прошлого, вернее, позапрошлого столетия. Ну а в прошлом столетии, в 20 веке, уже сформировались такие очень авторитетные санаторные учреждения, как, допустим, санаторий Здравницы для больных ревматоидным артритом, санаторий имени Крупской, Орленок, в которых лечились дети с костно-суставным туберкулезом, а сегодня сегодня с врожденными приобретенными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это, конечно, санаторий Министерства обороны. Да. Очень такой развитый санаторий, в котором патология детства представлена многогранно, но в том числе, конечно, и заболевания опорно-двигательного аппарата. Вот говоря о Евпаторийском курорте, его достоинствах, я хочу сказать, что мы позиционируемся не только как грязевой курорт, но в том числе и как курорт, где эффективно осуществляется этапное проведение оперативного вмешательства на опорно-двигательном аппарате. Вот, в частности, в санатории имени Крупской, в санатории Министерства обороны. Угу. Вот эти виды лечения дают эффект положительный? И насколько дают эффект? Эффект вот, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата вообще довольно высокий. Но если взять, допустим, такую, в принципе, до настоящего времени неизлечимую патологию, как ревматоидный артрит, то при нем эффективность лечения достигает довольно высоких значений. Улучшение – это более чем у 50%. Ну, значительное улучшение. Ну, а у остальных больных это постепенное восстановление функции опорно-двигательного аппарата. Ну, надо сказать, что это касается всех санаторных учреждений, в том числе и тех, которые занимаются лечением детей с заболеваниями нервной системы, бронхолегочной системы, ну и многих других патологий. Понятно. Вы представляли на этом конгрессе Крым? Да. Один? В единственном числе? Нет, я был не один, были еще представители Евпатории, в частности, из санатория имени Крупской, главный врач. Ну, и мой доклад, он, правда, был несколько такой экзотичный. Мы делали доклад по дельфинотерапии. По дельфинотерапии, которая сегодня широко используется при лечении детей с аутизмом, гиперактивностью и вообще заболеваниями нервной системы. Но это был единственный доклад на такую тему. Хотя вот те сообщения, которые звучали в течение 2 дней, они были нам очень близки, поскольку все эти проблемы мы также разрабатывали и разрабатываем, работаем над ними сегодня. Ну и надо сказать, что мы нисколько в этом плане не отстаем, а в некоторых вопросах мы даже далеко впереди. Впереди планеты всей, как раз. Не всей впереди, да, но во всяком случае впереди. Николай Николаевич, вот говорят несколько вот с негативным оценком, что дети сегодня рождаются более слабые, чем прежде.
Ну, наверное, так огульно нельзя говорить, но вообще-то, характеризуя здоровье детей, надо сказать, что вот первая группа, это абсолютно здоровые дети, она у нас, к сожалению, представлена очень небольшим числом. Но официально она где-то позиционируется в значениях 15-17%, хотя на деле это количество детей составляет приблизительно 4, максимум 6%. То есть это очень тревожная цифра, поскольку низкие значения группы здоровых детей неизбежно ведут к депопуляции. И вообще сама по себе демографическая проблема, она сегодня остро стоит во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. Поэтому, конечно, здоровью детей мы должны уделять очень большое внимание, потому что 6% – это очень мало, потому что все остальные 25-30% – это дети с функциональной патологией, но остальная масса детей – это с различной степенью тяжести уже той органической патологии, которая у детей сформировалась в течение времени. Причем надо обратить внимание на то, что, как правило, мы диагностируем у детей не одно, а несколько одновременно заболеваний, которые поддерживают друг друга, потенцируют течение той или иной патологии, особенно основной. Поэтому, конечно, эта проблема очень важная. Важно. Коснемся прививок. Вот панические настроения в интернете я читаю, значит, вот, боже упаси делать такую-то прививку, боже упаси делать эту прививку, это приводит к такой-то болезни, приводит к такой-то. Ваше отношение вообще к прививкам, к детским? Профилактические прививки – это критерий, в общем-то, нашей безопасности в какой-то степени, потому что необычайно распространены инфекционные заболевания, они могут мы можем утрачивать контроль над ними в том случае, если прививки не будут проводиться. Потому что такие заболевания, допустим, как полиомиелит, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, да любое другое заболевание инфекционной природы, оно, к сожалению, сегодня приобретает черты особой тяжести. Поэтому роль прививок, профилактических прививок, чрезвычайно велика. И мы здесь должны обратить внимание на то, что прививки не должны проводиться там избрано каким-то одним контингентом больных. Они должны носить массовый характер. И мы можем контролировать инфекции, избежать больших вспышек только в том случае, когда привито 90-95% населения. Массовый и обязательный характер. Обязательно, да. Понятно. Но другое дело, что, конечно, может быть, отношение к ним и может быть несколько таким критическим. Потому что, учитывая особенности организма сегодняшнего ребенка, прививку детей тоже надо готовить. Это должен быть правильный образ жизни, своевременный уход, правильный вскармливание, питание детей, особенно на первом году жизни, когда иммунная нагрузка на детей очень велика. Понятно. Потому что прививка все-таки влияет на иммунную систему ребенка. Она неизбежно влияет. Но мы не говорим об отрицательных эффектах, которые могут возникать. В принципе, возникают защитные реакции. Отрицательные эффекты могут возникать только тогда, когда мы прививаем, допустим, больного ребенка. Угу. Или спешим с прививкой после перенесенного заболевания. Ну и, конечно, надо быть осторожным в тех случаях, когда имеет место какая-то аллергическая патология. Ну, вообще к этому надо, конечно, относиться серьезно. Вы работали и в медицине Украины, а теперь работаете в медицине Российской Федерации. Есть ли какие-либо различия вот, в тактике, в стратегии медицины? Да, существуют, конечно, довольно значительные различия в медицинской помощи, которая имеется в Российской Федерации. Это многоуровневое оказание медицинской помощи населению, в том числе и детям, и то, что пока еще в Украине не проводилось. Вот. Мы к этому идем, и, конечно, должна быть обеспечена соответствующая инфраструктура
для того, чтобы мы могли работать в тех условиях, в которые мы входим. Что касается, допустим, врачебной подготовки, то я, как профессор, который занимается переподготовкой медицинского персонала, в том числе и особенно педиатров, то я должен сказать то, что мы имеем дело, в общем-то, с высококвалифицированным коллективом врачей, которые работают у нас в Крыму. Вернемся к Конгрессу. Что вы вынесли для себя из Конгресса, из, скажем, общения с вашими единомышленниками, коллегами? Ну, любой Конгресс, конечно, дает очень много мыслей в самых различных направлениях. Выношу, пожалуй, одну самую важную мысль, что все-таки так же, как и прежде, мы должны подходить к восстановлению здоровья комплексно. То есть, учитывая все многочисленные многогранные особенности здоровья ребенка, начиная с рождения, что очень важно. И вот комплексный подход, когда мы можем использовать корректно и медицинскую, и медикаментозную терапию, и методы курортной реабилитации, и физические методы лечения. В общем, когда они строятся в определенном логическом порядке, то мы, конечно, достигаем больших успехов. Как вы думаете, вот как врач-педиатр, да, человек семейный, у вас у самого есть дети, какое количество детей оптимально в семье? Или это вопрос этический? Нет, это вопрос очень важный. Я не хочу сказать, что он государственный, но тем не менее. Вот демографы посчитали, что для того, чтобы нам, в общем-то, выйти из демографической ямы, необходимо, чтобы в семье было не менее 3 детей. Так, неужели же мы уже не в менее яме? 3 детей. К сожалению, наши семьи ограничиваются 1-2 детьми, а нужно больше. Вот так же, как прежде. Чтобы был прирост. Да, чтобы был прирост. И это очень важно, потому что население Российской Федерации, оно, к сожалению, невелико. Несколько лет назад я видел сюжет по телевидению, когда очень широко рекламировалось, что выходили ребенка с очень малым весом, живорожденного ребенка с очень маленьким весом, там чуть ли не 400-300 грамм. Вот насколько это важно для медицины? Или это просто опыт? Или это, скажем, берется за научную основу какую-то, что вот нужно вынашивать таких детей, выхаживать? Проблема довольно противоречива. Но с точки зрения демократии, конечно, мы должны бороться за любую жизнь. Что касается детей с экстремальной массой тела, то мы обязаны выхаживать любого ребенка, который родился с массой 500 грамм. Не менее 500 грамм. Вот. Прекрасно понимая, что у него недоразвиты все функциональные системы, ткани, и период его выхаживания, когда мы добьемся его самостоятельной жизнеспособности вне кювеза, будет стоить государству очень дорого. Но в данном случае речь не идет о деньгах, речь идет о человеческой жизни. Хотя при этом надо отдавать себе отчет, что подавляющее большинство этих детей – это будущие инвалиды. Вот. С тяжелыми заболеваниями. С заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сочетанной патологии. Ну, медицина движется вперед, поэтому, по-видимому, прогресс медицины в дальнейшем позволит делать этих детей нормальными членами нашего социума. Как вы относитесь к закаливанию детей? К экстремальному, что ли, закаливанию? Экстремальное закаливание – это, в принципе, не самый лучший вид закаливания, потому что это хроническая стрессовая ситуация. И если мы, допустим, в качестве примера возьмем так называемых моржей, то, не дай бог, они заболеют каким-нибудь простудным заболеванием или гриппом, то, как правило, это всегда проходит с различными осложнениями и тяжелым течением.
Поэтому к экстремальному закаливанию ни в коем случае не надо стремиться. А нормальному, обычному, который делает человека устойчивым к холодовому воздействию, надо отнестись, конечно, положительно, но не экстремальному. Понятно. Евпатория – это все-таки курорт или, вернее, больше курорт или больше специалисты? Начиная с 2021 года Евпатория – это всесоюзная, это здравница прежде всего. А начиная с 1937-1938 года это всесоюзная детская здравница и так далее. Но надо сказать, что, конечно, это прежде всего, конечно, курорт. Курорт. У нас большое количество санаторно-курортных учреждений, особенно детских, для родителей с детьми. И поэтому, конечно, мы представляем Евпаторию именно как курорт, который может лечить детей с самыми различными заболеваниями. Я уже говорил, это заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, это болезни органов дыхания, аллергические заболевания, бронхиальная астма, болезни кожи, и многие другие болезни. Но в том числе болезни нервной системы. Это сегодня тоже большая проблема. Даже такое заболевание, как аутизм. Заболевание, ближе имеющее, конечно, и определенную психиатрическую окраску. Оно тоже, в общем-то, сегодня количество этих больных также очень велико, и санаторный этап реабилитации для них также достаточно эффективен. Понятно. А есть ли в мире аналоги здравницы евпаторийской? Только на территории Российской Федерации. Да, потому что аналогичные курортные регионы – это Северный Кавказ, район Анапы, Геленджика. Более, пожалуй… То есть это примерно тот же регион? Да, тот же регион. Других аналогов нет. Других аналогов, тем более за рубежом. Мы говорим, Мертвое море, там все болезни лечат, там только палец засунул, уже выздоровел. Это, мне кажется, больше такая рекламная шумиха, психологическая в основном составляющая. Как говорят специалисты, которые работали у нас в Евпатории, в САКах, и которые сегодня живут и работают вблизи Мертвого моря, они все-таки ни в коей мере не сравнивают эти озера. Они считают, что именно наши крымские грязевые озера, Сакское, Майнакское и прочие, они гораздо более эффективны. Гораздо более эффективны. Но если же мы с вами на телевидении, то я бы хотел сказать, что, конечно, к грязевым озерам надо у нас относиться более бережно, более аккуратнее, аккуратнее, да, потому что все-таки они обеспечивают здоровье не только нынешнему поколению, но тем не менее и будущим поколениям. И поэтому они истощаемы вполне естественно, и поэтому за них мы должны бороться. У нас много еще бесхозных грязевых озер на территории Крыма. И поэтому их надо сохранять. А они, к сожалению… И осваивать. И осваиваться, разумеется, да. Потому что, допустим, Восточный Крым, там, где имеются грязевые озера с сопочными грязями, они не менее эффективны, чем, допустим, грязь Сакского озера. Пока это разработка в порядке эксперимента, но я думаю, что эти грязи тоже будут широко использоваться в лечении при многих заболеваниях. Вы практикующий врач или врач-теоретик? Нет, мы не можем быть теоретиками, мы одновременно занимаемся и педагогической работой, и, конечно, лечебной работой. Что вы можете сказать о своих студентах? Насколько они сегодня хотят быть врачами? Не просто получить диплом и повесить его на сеточку? Все-таки я должен сказать, что подавляющее большинство идет в медицинские институты с охотой и с желанием стать врачами. Я, собственно говоря, сам работал на студенческой кафедре, а в течение ряда лет возглавлял государственные аттестационные комиссии на выпускных.
экзаменах и вижу, что у нас очень много талантливых студентов, выпускников, которые, в общем-то, достойно представляют наш институт уже в практическом здравоохранении. Вот у меня довольно большая кафедра, и у меня в аспирантуре и в ординатуре обучалось много наших бывших студентов. Они уже кандидаты наук, вот уже где-то около десятка готовятся стать докторами наук. Так что, конечно, я должен сказать, что у нас будущее специалистов наших, оно радующее. Вы главный редактор журнала «Вестник физиотерапии и курортологии». Да, я главный редактор 2 журналов. У меня еще такой, я редактирую журнал историко-медицинский «Асклепий». Тоже очень интересный. Мы его... Ну, скажем, Асклепий – это древнейший врач. Ну да. Греческий, да. Основоположник медицины, да. Бог медицины. Вот. Мы его и задумывали первоначально как журнал, в котором будем отражать историю медицины в Крыму. Вот. Но так получилось, что не только в Крыму. Вот. С нами активно работает музей Пирогова в Виннице, целый ряд других вузов за пределами Крыма. Ну, журнал, в общем, довольно интересный. Но «Вестник физиотерапии» – это профессиональный журнал. Да. Понятно. Да. То есть он для профессионалов. Да. Как вы думаете, насколько действенен сегодня вот выпуск журнала? Ведь интернет, да, вот мы смотрим, черпаем знания оттуда, а журнал все-таки надо купить, подписаться, открыть, почитать, прочее и так далее. Насколько действенен журнал сегодня? Но я вообще должен сказать, что с периодикой каждый врач должен знакомиться постоянно, особенно практикующий, да. Вот считается критерием эффективной работы, учебы постоянной. Вот если врач читает ежедневно несколько статей из того или иного медицинского журнала. Ну, надо сказать, что наш евпаторийский журнал «Вестник курортологии и физиотерапии», он отражает, в общем-то, действительно, я не буду его сравнивать с другими аналогичными журналами, но отзывы о нем довольно высокие. Некоторые ведущие специалисты считают, что он даже лучше, чем какой-либо другой аналогичный журнал. Но я не буду его перехваливать, а должен сказать, что мы в нем подытоживаем действительно богатый опыт, который у нас имеется на евпаторийском курорте, да и вообще в Крыму. Поскольку здесь, в этом журнале, мы печатаем статьи не только своих евпаторийских врачей и ученых, не только Крымской медицинской академии, но в том числе, допустим, и Института медицинской физиотерапии и медицинской климатологии имени Сеченова в Ялте. Тоже очень такой авторитетный вуз, институт, извините, да. Да. Вот несколько слов об авторах этого журнала. Кто печатает, о наших крымских авторах. Ну, прямо назвать фамилии откровенно. Откровенно, хорошо. Ну, да. Ну, это профессора Ежов Владимир Владимирович, он работает в институте Сечина. Профессор Голова Татьяна Федоровна, она директор Института детской курортологии и физиотерапии в Евпатории. Профессор Поберская Валентина Александровна, доктор медицинских наук Любчик, ну и целый ряд других. Уже голова кружится от званий. Да, ну у нас, должен сказать, что профессорский состав вот, в нашей специальности физиотерапии и курортологии довольно обширный. А вот то, что они пишут, это что, обязаловка? Вот нет, он должен написать? Или они от души просто? Нет, это порыв души, тут никакой обязаловки нет. Да. Никакой обязаловки нет. Нет, потом сейчас очень высокие требования к публикациям, очень высокие. Вот, наш журнал уже вошел в так называемый РИНЦ, Российский индекс национального цитирования. Вот. Ну и я так надеюсь, что в ближайшее время он будет в числе тех журналов, которые рекомендуются ВАКом для публикаций в диссертационных
диссертационных работ. То есть он уже цитируется, его уже знают, он Да, он узнаваем, цитируется, он достаточно хорошо. на него ссылаются. Да, 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 Это прекрасно. да. Как часто он выходит в год? Ежеквартально, 4 раза в год. 4 раза в год. Экземпляры? Ну, сегодня 500 экземпляров, пока мы еще не вышли в такое обширное российское поле. Ну, это научная литература. Я не думаю, что она должна там тысячными экземплярами. Нет, тысячами нет, но во всяком случае больше. Я помню, раньше, когда мы были в Украине, тираж за 500 он выходил. У нас спокойно, и нам даже иногда не хватало. Но здесь востребованность большая уже. Понятно. Несколько слов о ваших коллегах, которые с вами работают. Вот насколько они профессиональны, насколько они человечны. Это очень важное качество для врача быть человечным, правильно, да? Ну, это обязательные качества. Это обязательное Да. качество. Да. Вот несколько Иначе слов нельзя. о ваших коллегах. Ну, большой круг коллег, с которым я общаюсь, с которыми я уже работаю много лет. Вот это прежде всего педиатры. Вот мои коллеги, профессор Ковиц Татьяна Владимировна, профессор Лагунова Наталья Владимировна. Вот, это высокопрофессиональные профессора. Но из числа, допустим, детских хирургов я с удовольствием называю, допустим, имя своего друга, профессора Акмагаева Дильвер Сейдометовича. Блестящий хирург, ученик профессора Баирова, вот, с которым у меня тоже было еще на заре моей туманной юности такое знакомство. Оно не имело свое продолжение, но тем не менее, вот его обаяние, его магия, она на меня, в общем-то, производила определенных Ну, впечатление. это легендарный, ленинградский, по-моему, да? Да, он легендарный. Но тем не менее, должен сказать, что он хирург ленинградский, но он уроженец Крыма, он родился в Алуште. Да, Да. понятно. Да, Гирей Алиевич вообще интереснейший был человек, очень, да. Николай Николаевич, вот сами вы врач, сами, скажем, вы педиатр, работаете с детьми, а у вас есть семья? Да, Дети? да. Сколько? Ну, у меня 3 детей. 3 детей. 2 дочери, сын. Ну, 3 внучки и сын, и внук. Кто-то из них пошел по вашим стопам? Они все пошли по моим. Вот. То есть они все в медицине, но, к моему сожалению, они все в стоматологии. Да. Стоматология. Да. Понятно. Они, Интересно. правда, хорошие специалисты, должен сказать, но я бы хотел их видеть сам другими врачами. Да. А чем вот интересно, вот сегодня молодежь, у нее повальный интерес к стоматологии? Это что, вот желание приблизиться к косметологии или желание заработать? Ну, вы знаете, конечно, не хочу какого-то, так сказать, предосудительного суждения на этот счет иметь. Стоматология все-таки очень важная дисциплина. Вот, и у нас есть над чем работать в этом плане, поскольку зубочелюстные заболевания, аномалии в том числе, это то, где мы не дорабатываем. Вот я приводил пример, что качество жизни, допустим, в той же самой Японии проявляется вот таким признаком, как сохранение в 70-летнем возрасте у человека 28 зубов. Вот. У нас такое бывает очень редко. Очень редко. Поэтому над профилактикой лечения этим надо заняться. Конечно, какая-то другая сторона проблемы здесь, несомненно, проглядывает. Ну, да. Несомненно, проглядывает. Она, видимо, где-то там и, так сказать, исторически, генетически берет свое начало. Но, тем не менее, это тот раздел, который мы, в общем-то, пытаемся внедрить, в том числе и в санаторный этап реабилитации. Вот. Потому что здесь очень много проблем, особенно у детей, которые рождаются с аномалиями зубочелюстной области. И здесь требуется, конечно, такое комплексное, в том числе и санаторно-курортное лечение. Вот. То есть вы хотите подчеркнуть, что состояние зубов – это очень важный показатель здоровья человека?
Ну как же, конечно, очень важный, потому что это прежде всего общий вид человека, который он демонстрирует повседневно, постоянно, в течение дня. И, конечно, вот такая ущемленность, она совершенно ему ни к чему. Те студенты, которые у вас учатся, потом они начинают практическую работу где? Именно здесь, в Крыму, или разъезжаются по всей Российской Федерации? Ну, в основном они остаются в Крыму, но в том числе уезжают и за его пределы. За его пределы. Но нам в Крыму не хватает врачей. Да, у нас есть районы, где дефицит врачебных кадров, да вообще медицинских кадров, постоянный в течение уже многих лет. Поэтому, А с чем это связано? ну, это связано, Вроде конечно... престижная профессия, Нет. белый халат, кабинет, да? Да. Это связано, конечно, с материальными трудностями. Вот, с удалением этих районов, врачебных участков от, допустим, от города. От центров, да. Да, проходит сообщение между ними и так далее. Ну и, конечно, это небольшой достаток. Вот. То есть надо поднимать социальную сторону. Да, социальная сторона, вот, особенно в сельской медицине, это очень актуальная проблема. Она над ней, нельзя сказать, что над ней не работают, она в центре внимания, но здесь проблем очень много. Да. Николай Николаевич, вот вы дипломированный специалист, доктор медицинских наук, профессор, зав. Кафедры педиатрии и так далее, и так далее, и так далее. Как вы относитесь к нынешним шарлатанам, которые вот рекламировались у нас и по газетам, что снимаю, излечиваю, там все прочее? Ну, конечно, отрицательно. Иначе и нельзя. Вот, потому что за каждым таким шарлатаном стоит большое количество, грубо говоря, крестов. Да. Да. Да, поэтому это нельзя поддерживать. Нельзя, ни в коем случае. Вот. И с этим надо бороться. С этим надо бороться. А вот в вашем журнале вы проводите какую-то борьбу с такими вот явлениями в нашей жизни? Мы, видимо, учтем ваши пожелания в этом плане, да. Пожалуйста, учтите Да, это, да. да. Ну что ж, вот наше время уже подходит к концу. Время нашей очень дружеской, благожелательной беседы. И мне остается только добавить, что сегодня в передаче «Уч Фильджан Хаве» принимал участие доктор медицинских наук, профессор, зав. Кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии, главный редактор журнала «Вестник физиотерапии и курортологии» и журнала «Асклепий». Асклепий, да. Каладзе Николай Николаевич. Николай Николаевич, я желаю вам больших успехов в вашей многотрудной работе, благородной работе, которая нам очень нужна, потому что то, что вы делаете, это важно для будущего страны, если я так правильно выразился. Да, да. Для будущего страны, для будущих поколений. Желаем вам здоровья, больших успехов вам и вашим коллегам. Большое спасибо, что вы посетили нас сегодня, побеседовали, дали нам указания кое-какие, и мы вам дали кое-какие указания. Да, спасибо. Вот. Большое спасибо. Приходите к нам еще. Спасибо. Будем всегда Очень рады рад с вами познакомиться. беседовать. Да. А наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До новых следующих встреч. До свидания.